Напярэдадні Дня незалежнасці Рэспублікі Беларусь кіраўніцтва раёна наведала ветэранаў Вялікай Адчыннай вайны і вязняў фашысцкіх канцлагераў. У ходзе сустрэчы ім былі ўручаны юбілейныя медалі, віншавальныя лісты і харчовыя наборы. Віншаванне ад старшыні райвыканкама Андрэя Камко з галоўным дзяржаўным святам прымаў ветэран Вялікай Адчыннай вайны Иван Павлович Ковязин. Иван Павлович, поздравляем вас с большим праздником, Днем независимости Республики Беларусь, 80-летием освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Все это было возможно только благодаря вам и таким людям, как вы. Поэтому огромное спасибо за все, что вы сделали и во время Великой Отечественной войны для освобождения нашей страны и в целом Советского Союза. И за то, что сделано вами послевоенное время для восстановления нашей страны. Поэтому огромные слова вам благодарности. Да слов віншаванняў долучилися прадстаўнікі мясцовай вертыкалі ўлады, грамадскіх аб'яднанняў, установы адукацыі, працоўнага калектыву папяровай фабрыкі «Спартак», дзе ў свой час працаваў Иван Павлович. Пасля Андрей Леонидович наведаў ветэрана Татьяну Миколаевну Карпеченко и выказал словы подяки. Живите долго еще, радуйте нас своими воспоминаниями, своими рассказами, своим хорошим настроением, а мы будем к вам почаще приезжать в гости. Спасибо. Татьяна Николаевна. Спасибо, мои дорогие. Дорогая. Спасибо. Вот приветственный адрес от президента, от Александра Григорьевича Лукашенко. Приветственный адрес от нашего районного исполнительного комитета. Спасибо. Спасибо. Небольшой продуктовый набор к праздничному столу. Таксама ветэранам былі ўручаны юбілейныя медалі 80 год вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, прывітальныя адрасы, шматлікія падарункі, у тым ліку і творчыя. Расцветали яблони груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. С праздником! Днем освобождения Белоруссии, с Днем независимости. Всем вам пожелаю крепкого здоровья, успехов, благополучия и, главное, спокойной и благополучной семейной жизни. Спасибо большое, конечно, вам за то, что вы помните прошлое, помните, что вот и что есть жители, которые пришлось вот это все военное лихолетие и послевоенное пережить. За это вам большое спасибо. Помните, не забывайте прошлое, но и уважительно и бережно относитесь к тому, что вы теперь имеете. И думайте о хорошем будущем, чтобы наша Беларусь и в дальнейшем была такой же прекрасной, спокойной, тихой, чтобы над нами всегда было мирное небо. А чтобы вы жили и радовались жизни. Живите долго, любите свою Беларусь, не предавайте ее.